Открывая встречу в новом Афоне, глава Гудаутского района Рауль Лолуа отметил, что новый Афон – родной и важный для него город. Главными темами встречи, на которой также присутствовало руководство нового Афона и муниципальные депутаты, он обозначил улучшение качества жизни горожан, работу с инфраструктурой и многое другое. Я хотел бы с вами поговорить о таких важных, насущных вопросах, которые нас волнуют, и то, что нам необходимо сделать, чтобы улучшить и качество нашего города, и качество жизни наших людей, горожан. Хотел бы обозначить определенные шаги и действия, которые мы сейчас будем проводить, и, конечно же, которые должны коснуться города Новый Афон. Как отметил Лолу, одной из главных проблем, волнующих горожан, является проблема электроэнергии. Мы сейчас получаем переток Российской Федерации. В Российской Федерации мы оплачиваем за каждый киловатт-часов по 4 рубля. Сумма может быть больше. Вот, к сожалению, собираемость в районе у нас очень низкая. Вы, наверное, знаете эту цифру. Здесь представитель руководства районной электросети. Мы тоже, наверное, послушаем по последней информации, что у нас происходит в районе. Я хочу вас проинформировать и попросить, что в ближайшее время мы смогли бы провести такую работу с главами сел в городе здесь. Если мы собираемость не увеличим и не выйдем выше 11%, которая сейчас у нас стабильно держится, но представляете, 11%, насколько низкая собираемость по всему району, это у нашего населения. Конечно, у предприятий и организаций процент выше, но он тоже оставляет желать лучшего. Поэтому я хотел бы вот сейчас буквально в пределах вот этого короткого срока подключиться к этой работе, подключиться всем. Мы ситуацию в этом плане должны начать хотя бы стараться ее изменять. Представитель филиала Черноморэнерго в Гудауте рассказал, что показатели собираемости в новом Афоне всегда были несколько выше, нежели средние данные по всему району. Однако имеющиеся результаты все еще неудовлетворительны. Он отметил, что для соответствия энергетики уровню инфраструктуры развивающегося города собираемость нужно поднимать. Рауль Лолуа подчеркнул, что необходима консолидированная работа, особенно учитывая активное развитие района. Я вижу, конечно, что наши города, и вы отметили это, что они застраиваются. Я помню, в детстве здесь совершенно другой был ландшафт, а сейчас он кардинально изменился. Да, была проведена линия вода, вот, там достатки и так далее. Работы проводятся, но это, конечно, недостаточно, потому что объемы очень большие, и строительство все равно будет продолжаться. Я хотел бы вот, проинформировать вас, как мы будем себя вести в плане распределения наших земель. Что касается земли, я считаю, что она должна быть задействована вот, и должна использоваться нашим населением только в рамках закона. Если у кого-то, у жителей, те, кто оформляют документы, подают документы на оформление земли для того, чтобы работать на этой земле, если есть задержка в администрации, если администрация затягивает или создает какие-то проблемы или препоны, я вас хочу попросить, телефон номер у вас у всех мой будет, лично мне звонить. Рауль Лолуа также отметил, что очень часто выявляются несанкционированные подключения и установка трансформаторов в частном секторе. Работа в этом плане, я уверен, что даст результаты, но вы же понимаете, видите, вот эти видеоролики, часто вы сталкиваетесь, каким образом они ухищряются и куда-то прячут в какие-то подвалы, в какие-то места такие, да, вот, и энергетикам тоже сложно выявить, но есть там своя методика вычисления, и эта работа будет продолжаться. Наша задача сократить потребление электроэнергии в Гудаутском районе. Сократить, иначе мы не вытянем. Глава нового Афона Тимур Отроба в свою очередь отметил, что по многим вопросам улучшения инфраструктуры города и сел района ведется работа. Буквально за предыдущий год, два, три село Анхуа в лице республики была оказана помощь. Это была не
программа инвестиционная, это были средства нашего госбюджета. Село Анхуа, понятное дело, дорог очень много, где надо починить. Далеко не будем ходить. Дорога на монастырь, по дороге к школе тоже находится, к сожалению, не в лучшем состоянии. На этот счет уже касаемо именно дороги к монастырю, в первую очередь, да, с моей стороны, со стороны руководства района были обращения. В этом году обещали нам помочь. В завершении встречи Рауль Лолуа подчеркнул, что беседа с активом города получилась конструктивной и результативной. Открытый разговор, живой разговор. И те вопросы и проблемы, которые стоят здесь, в городе, ну, конечно, не все, но основные, ключевые, были подняты. Для меня сейчас необходимо понять это, и мы фиксируем все то, что прям срочно необходимо решать. По словам главы Гудаутского района, подобные встречи будут проводиться и дальше. Рада Чачава, Энвер Арджения, Адам Эджения, Абхазское телевидение.